And it was a revelation from the Holy Spirit. И это было откровение от Святого Духа. And God started to deal in my life and show me a lot of things. И Бог много чего говорил мне за это время. And one day I was sitting at the computer and writing. И я помню, я сидел за компьютером и писал. And at that time I have a website. И у меня уже был сайт в интернете. For Christian, eller about Jesus for non-Christians. Сайт был, в принципе, для неверующих людей. And suddenly I was writing a lot of things to Christians. Но я начал писать тогда какие-то вещи для верующих уже. And it was now a long text, and I was like, what shall I use this for? И я написал текст один, и даже думал, зачем что я буду с ним делать? What shall I use this for? Куда я его могу послать? I cannot use it for the website. Но для моего сайта это неверующих людей не годится. And then I heard God spoke to me that I think at that time the clearest I've ever heard. И тогда я вдруг услышал голос, может даже ярче всего, вернее, из моего опыта, ярче, может, даже Бога я не слышал. He said, write a book. И как голос сказал, напиши книгу. And I remember I was like, what? И я как бы прям спросил, так что? Я встал со стула и спросил, что? Write a book? Написать книгу? I cannot write. Я же не умею писать. God had me forgotten. I was very bad in school. I never write. Бог, может, забыл то, что я плохо в школе учился и плохо пишу. And it came to me. Но это пришло ко мне. Write one chapter each day. I will give you what you should write. Напиши по одной главе в день пиши. Sunday you should not write. А в воскресенье ничего не пиши. And I was like, okay. Я сказал, хорошо. So each day, и вот каждый день, when they pray an hour, я молился где-то час, sit down with the computer, потом садился с компьютером, write a chapter, и писал одну главу. When I was finished, a lot of words came to me about the next chapter. Когда я заканчивал одну главу, то приходили какие-то мысли на следующую. And then I went praying and seeking God. Потом опять шел молиться. Meditating about it over the words. Я размышлял о том, что я слышал. The next day, на следующий день, when they prayed an hour, я опять час молился. Sit at the computer. Садился. Write the next chapter. И писал новую главу. And it continued Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. И так продолжалось всю неделю, кроме воскресенья. And it was really a strong moment. И я помню, это было очень классно, это было прямо действие духа. When I came to Sunday, когда пришло воскресенье, I was at church. Я был в церкви. I went home with my family. И потом со всей своей семьей. And then I walked at home like this. И я потом пришел домой и ходил по дому. Because the only thing I could think of was the next chapter. И я помню, что я ничего другого не мог думать, как о следующей главе. And my wife didn't want to see me go like this the whole day. А моей жене не нравилось, что я только об этом думал и говорил. So she said, go in and write. Go in and write. Go in your office and write. Да. И жена говорит, ну хорошо, все, уходи из дома, тогда иди пиши свою книгу. She didn't know that God had said to me that Sunday I should not write. Но она не знала, что мне Бог сказал, в воскресенье писать не надо ничего. And I had also forgotten that day. И я даже забыл, что мне Бог это сказал. So I sit down with the computer. И вот я пришел, взял компьютер опять. And I start to write. Начал писать. But it didn't work. И она вообще не работала совсем. So I changed something and moved it up there. И я поменял местами какие-то вещи. And after a half hour or something. И где-то, может быть, прошел час. I'm like, it's Sunday. И я вспомнил, что это же воскресенье. Sorry, close the computer. Извини, закрыл компьютер. Went in with my family and relaxed. И пошел, в мою семью и просто отдыхал. On Monday I sat down again. Но в понедельник я опять пришел. And see God and write the chapter. Опять помолился и написал следующую главу. Again. Еще раз написал. And this time, when I was finished, I was like, wow, this is the best chapter. This is good. И когда я закончил, я был такой воодушевленный, потому что понял, что это очень хорошо написано. And sometimes, often, I felt like I was the first one who was reading what I was writing. И иногда даже я чувствовал, что как будто я читаю то, что сам я написал. And at no time I didn't know how long this is going to continue. И я даже не знал, какая длинная будет книга. I took one day at a time. Я просто день за днем писал. 2 weeks later. И через 2 недели. Suddenly I was finished. You finished? Yeah. Я понял, что я закончил. And I had written my first books.
И вот так я написал первую книгу. And I was like, whoa. Я сказал, вот здорово. I have to get it out now, out to people. Вот надо теперь публиковать. But after a few days, suddenly, I got a thought. И потом через пару дней пришла мысль такая. I am just a big boy. Ну я же уже большой мальчик. I'm just a big boy in the beginning of 20s. И мне еще только, еще не 30 лет, когда еще не было 30 лет. I was 24. Я, наверное, был 24 года, не помню. I don't have a big theology behind me. И у меня нету теологии за мной. I've not led many people to Christ. I've not seen many things. Я даже не видел особых чудес в своей жизни, я не видел, как действует Бог. Who wants to read my book? Поэтому кому же нужна моя книга? And I got depressed. И я впал в такую And I was депрессию. like, oh no. И я думал, нет. And I went out praying. И я пошел опять And молиться. I was like, okay. No matter, no book. Nobody wants to read И it. я решил, что зачем нужна кому-то такая книга? But suddenly God spoke again. Но потом опять Бог приговорил ко мне. He said, wait. Он сказал, подожди. Wait will publish your book. Подожди, придет время, когда будешь публиковать. From today on, С сегодняшнего дня I'm going to confirm this word in your life. я буду подтверждать это слово в твоей жизни. And when I say now, И когда я скажу, it's time to publish the book, что пришло время публиковать, people know who you are. тогда уже люди будут знать про тебя. And then they will read the book. И они будут книгу читать. And now I'm not depressed anymore. И я уже больше не буду в депрессии. I was like, yes! Я сказал, да. And I know from this day on, I just knew something's going to happen. Я знал, что что-то будет в моей жизни происходить. And from that day on, things start to happen. И на самом деле какие-то вещи стали происходить. I start to see, for me, people get healed and saved and set free. Я начал видеть, как люди исцеляются, когда я молюсь за них. 1 year later, suddenly I have seen 150 people get healed, 30 with crutches. И, может быть, за год следующий человек 150 исцелилось, и некоторые из них даже вставали с колясок инвалидных и костыли оставляли. And God started to also speak to me about other things. И потом Бог начал говорить мне о других вещах. One time I got a word at a meeting. Например, я был на собрании однажды и получил слово. Where somebody pointed at me, Tom, I have a word for you. Кто-то мне дал пророчество, сказал, что у меня есть слово для тебя. You're going to see so many people get healed at one time, you cannot count it. Что ты однажды увидишь столько людей исцеленных, что даже не сможешь посчитать, сколько исцелилось. He didn't know it was going to be through TV or what. И я не знал, как это может быть вообще такое. But God spoke to me that it was going to be through TV. Но просто было такое слово, что это произойдет. So when I was at home praying and be together with God, И вот я был опять дома, молился. I imagine how must it be to pray for sick people through TV. И я стал представлять, как можно было бы исцелять людей через телевидение. So I'm like, okay, you who sick out in the living room. Например, я мог так сказать, вот вы сейчас находитесь в своей комнате и вы больны. Do you have pain there? Lay your hands on the head. То если вы больны, то положите руку на больное место. And now I put my hand there. И я протягиваю свою руку. And I did that alone in my office many И times. я помню, что я вот так представлял, так много раз в моем офисе. And in the end, I was really good for praying. I was really good to pray for sick people through TV at my office. И я настраивал себя на то, что я буду так делать через телевидение. And this was so real for me. И для меня это стало очень реально. It was like I almost have done it. То есть как будто я это уже делал на самом деле. I could have said to somebody, hey, I prayed for the sick through TV and many got healed. Я бы даже мог сказать, я так вошел в это, да, что я бы мог кому-то сказать, что я уже был на телевидении, и многие люди исцелились. When have you done that? И если меня спросили, когда это было, No, not yet. But я не мог сказать, этого еще не было. I knew it was going to Но happen. просто я знал, точно знал, что это произойдет. 1 year later, Прошел еще год, they called me from TV, и мне позвонили из телевизионной компании. and the biggest TV station in Denmark, Это самая большая компания телевизионная в Дании. and asked me if I want to be a part of a live program at 8 o'clock. И мне предложили участвовать в такой программе в прямом эфире. And I said yes, И я согласился, but I want to pray for sick people. но я сказал, что я хочу молиться за больных людей. And they're like,
Yeah, okay. И они были, конечно, смущены сначала, говорят, ну ладно, ладно. This is not something they normally do. Хотя это для них ненормально, конечно. And suddenly I was going to this place, to the TV station, И вот я пошел на эту телевизионную компанию, and I'm like, God, и я говорю, Бог, right now, вот сейчас, in this moment, в этот момент, you have created me to be right here. ты меня сотворил, чтобы я был здесь. And that night I laid my hands on the TV. И я хотел возложить руку на камеру And I prayed a prayer. и помолился. And many people from the whole country got healed. И после этой молитвы было известно, что многие люди по всей стране исцелились. And I heard a lot of testimonies. Многие люди потом звонили на телевидении, говорили об этом. The church, one of the fellowship we have right now where we're living. И церковь, куда мы ходим прямо сейчас, где мы живем. It was a young girl I got in contact with for 2 years ago. Вот там была девушка, я 2 года назад с ней встретился. I was down at the internet because I had to look after something else. И я вообще был в интернете, как бы, что-то делал в интернете. And then I saw there was somebody who asked questions about God. И там какая-то девушка задала мне вопросы о Боге. She said, "You see, me and my boyfriend are Christian and believe in God. It's okay to go to bed before we are married." И вопрос был такой, что я христианка, и мой молодой человек христианин, но можем ли мы спать с ним до свадьбы? And when I saw that, I like, oh, yeah, maybe somebody's, yes, it's okay. So I went to write to her. И я решил написать ей. Have you heard any answer? Я спросил ее, она этот вопрос задала не лично ему, а как бы в интернете. Я спросил ее, может быть, какой-то ответ, то есть кто-то написал вам ответ? And she was surprised because it was like 2 years before she had written that. А вообще это просто задал очень давно, уже 2 года, он где-то висел на каком-то сайте. And I was the first one ever who had written to her. Но я оказался первый, кто вот за 2 года ответил на этот вопрос. So she said no. Она сказала, нет, больше никто не Then I написал. started to write with her. И я написал ей. And one time I asked her, she didn't know my name, just my first name. Она не знала, кто я, то есть не видела, да? So sometime I asked her, have you ever experienced God? И я спросил ее, вы когда-нибудь раньше имели опыт с Богом? And her answer was, И она ответила. yes. Она сказала, да? Many years ago, some years ago, Много лет тому назад there was a guy on TV был один парень на телевидении, who prayed for the sick people. кто молился за больных. And I hear aids. I hear. И у меня был слуховой аппарат. And I saw that. И я увидел вдруг эту And I put передачу. my hand there, И решил положить руку себе вот на ухо. but nothing happened. Но ничего не произошло. But 2-3 days later, Но прошло 2-3 дня. everybody was speaking so loud. И я вдруг почувствовал, услышал, поняла, что все люди говорят очень громко. So I went to the doctor because it didn't work anymore. И я решил, что у меня аппарат сломался. Я пошел к доктору и сказал, что аппарат у меня сломанный. And I found out that I was healed. Но доктор сказал, что вы исцелились каким-то образом. And she got saved. И вот таким образом она пришла потом. Her husband got saved. Her boyfriend И got saved. ее молодой человек, с кем она жила, тоже уверовал. And I got the chance to marry them. И вот тогда, в конце концов, получилось так, что я их поженил. Later, his sister had become a Muslim. Yeah. Her sister had become a Muslim. Но позднее ее сестра родная стала мусульманкой. So I got in contact with her. И я решил связаться с этой сестрой. She read one of my books and got saved. И вот она прочитала одну из моих книг и получила спасение. I baptized her. She was not a Muslim anymore. Я крестил ее, и она перестала быть мусульманкой. And she got married with a friend. I got the chance to marry her. И я тоже имел возможность потом совершить бракосочетание вот этой ее сестры, сейчас они брат. She had another brother. И у нее был еще брат He один. married to me and he got saved. И он тоже получил спасение. And his girlfriend got saved. И его подруга получила спасение. And I had the chance to marry them. И их тоже я мог потом сочетать браком. So I married 3 sisters in 1 И year. вот я поженил 3 сестер за 1 год. And now 9 people from the family is saved. И 9 человек из их семьи спаслись. And it started because of, yeah. И все это потому, что тогда была передача на телевидении, и она исцелилась. 3 years later, from when I fasted, И вот прошло 3 года, как я постился тогда. and I was in praying, И я опять молился, and suddenly God spoke to me. и Бог проговорил ко мне.
Now it's time Вот теперь время to get the book out. публиковать книгу. And he said how I should do it. И я спросил, как это делать? Write a foreword about how the book became and write an afterword now 3 years later. Write a foreword about how the book became and write something after 3 years. A testimony. Да, и я получил слово от Бога, что мне нужно написать предисловие к этой книге, что вот она была написана уже давно, и что вот Бог подготовил меня к тому, чтобы я ее сейчас создал, и вот это время пришло, вот об этом надо было написать. And I remember when I went out to my wife. Я подошел к моей жене, я помню, God had just spoken. Бог сказал мне, The book is going to come out. что книгу надо опубликовать. And she was like, okay. Я говорю, ну хорошо. We have been waiting 3 years. Потому что прошло уже 3 года. I've not looked at it 3 years. Я же даже забыл про нее, уже 3 года прошло. And suddenly it came out. Но через 3 года она возродилась. You can read it for free on English on our website. И если вы знаете английский язык, вы можете даже с сайта ее скачать у нас. What do I want to say? Что я хочу сказать? The Holy Spirit Дух Святой, wants to guide us, Он хочет вести нас, wants to lead us. направлять нас. Everybody of us. И любой из нас, I'm not a guy who just hear things like God is speaking every day and it's so clear. потому что я не какой-то особенный человек, мне не говорит Бог каждый день. My frustration had been difficult to hear from God. Потому что на самом деле я считаю, что мне трудно было слышать от Бога. But I've learned 2 important things. Но я выучил 2 важные вещи. One thing, Первое fasting. – это пост. Jesus, he's talking in Matthew about praying and giving and fasting. От Матфея в Евангелии Иисус учил там о даянии, о молитве и о посте. Often we pray, И мы часто молимся, often we give, и даем, and we talk about praying and giving. и мы часто учим тоже в церкви о даянии и о молитве. But fasting. Но немного о посте. I love food. Я вообще очень люблю поесть. I don't like to fast. Мне не нравится пост. And my wife don't understand how I can fast. И моя жена вообще не понимает, как я могу долго поститься. Because I'm a candy man. Потому что я вообще люблю конфеты, например. I eat more candy than our kids. Я ем больше конфет, чем наши дети. I always have some candy. И я всегда ем конфеты. I always eat. Я вообще много ем. And I cannot control myself. И я даже иногда не могу себя контролировать. And I don't have any character when it comes to that. Поэтому мне на самом деле трудно поститься. But I can fast. Но все-таки я могу поститься. Or I have learned to fast. Или точнее сказать, я научился поститься. I have tried many times and I have stopped before the goal. Yes. Было много раз было такое, когда я на самом деле начинал поститься, хотел долго поститься, но не мог долго поститься. But I have learned to be continue in the way I do things. Но все-таки у меня есть такое, то есть я стараюсь достигать своих целей. I've learned to not listen to this body and myself. Я стараюсь не слушать свое тело, свою плоть, а фокусироваться на духе. And I can see if I look back in my life. И вот когда я оглядываюсь на мою жизнь, I think I fasted 40 days 4 times. то за свою жизнь вот 40 дней я постился раза 3, наверное. But 2 of the times I fasted 40 days. И 2 раза вот из тех 3, которые постился 40 дней, was really the beginning of new things in my life. Вот после этих постов начались новые вещи в моей жизни. First time with this book. Первый раз я рассказывал про книгу, как она родилась. The second time with another book and where God talked about what it is to be guided by the Spirit. А второй раз, когда я постился 40 дней, то за это время мне Бог дал вторую книгу, и Он учил меня, как быть водимым Духом Святым. This January, прошедшем январе, в этом году, в январе. Now I do like every January I fast. Обычно я пощусь в январе. This January I fasted 20 days. В этом январе я постился 20 дней. And in those 20 days I got 2 dreams. И за эти 20 дней я видел 2 сна. One of the dreams
Один из этих слов was very clear. был очень ясный. Suddenly I was standing in a Lutheran State Church, Я во сне видел себя, как я стою в лютеранской церкви. like a Orthodox church. Ну, наверное, что-то похоже на православную или больше католическую церковь. And I don't have church tradition. I don't know how to stand up and sit down and Я everything in я that. сам не был в церкви, то есть как бы не имел опыта вообще такой традиционной церкви. So suddenly to stand there И вот для меня вообще было очень странно, что во сне я стою в этой церкви. with priest clothes on me. Самое удивительное, на мне была одежда священника. I was like, what? Я говорю, вот это да. Like, what am I doing in this clothes? Что же это вообще, как я оказался в этой одежде? What am I doing here? Что вообще я здесь делаю? And I looked down myself. Я посмотрел на себя. It was like a big dress. Это такое, знаете, как длинное, как плащ. I didn't use that normally. Я вообще даже не знаю, как его одевать. And I was like, is there pockets in here И where там I put my hands? карманов, я даже не знаю, куда руки засунуть. And there was something on my stomach who was going there. И там есть такой тоже, типа, ну, это не шлейф такой, шлейф, который висит спереди. Where should I put my hands? И вообще вот непонятно, куда руки девать. And then there was two priests in front of me. И еще я увидел передо мной стоят два священника. And one of them, he went to the pulpit. И один из них пошел за кафедру. And I looked. И я смотрел на него. And he says, И он зашел на кафедру today we have a guest. и говорит людям, сегодня у нас есть гость. Today Tom Søndergaard is here. С нами брат Торбан сегодня. He's here to heal the sick and to learn us to do the same. Он будет сейчас исцелять больных и будет учить нас, как исцелять больных. And I was like, what? Я сказал, ничего себе. And I was like, thinking, you cannot do that in here. Я думал, что этого здесь делать нельзя. And he said, come here, Tom. И он говорит, ну, иди сюда, Торбан. So I went there. И я во сне подошел к нему. And he said, Tom, do what you normally do. И он говорит, Торбан, делай, что ты хочешь. Ну, как ты обычно делаешь, так и делай. And I was like, okay. Now I try to imagine I'm in Poland and another place. И я начал во сне представлять, что я, наверное, представить себя в таком свободном месте, где я, как обычно, служу. It's not easy to do that in Lutheran church. Но в лютеранской церкви очень трудно, ну, такая другая совсем культура. Okay, everybody who's sick, come down. You come И я down. вот во сне пригласил людей, ну, выходите вперед, кто больной, выходите, я хочу молиться за вас. And I prayed for people in the dream and they got healed. И вот во сне я молился за этих людей, там они исцелялись. And suddenly I heard something behind me. И вдруг я услышал звук за мной, за спиной. I turned around Я повернулся, and there was one pastor. и там был один священник. He was praying for a sick one. Он сам молился за какого-то больного, и тот исцелился. And the other one, he was laying on the floor and casted out a demon. А другой священник там же на сцене молился, изгонял беса из одного там человека. And then I woke И после этого проснулся. like, whoa. Я говорю, вот это да. Oh, it was real. Это потрясающий сон. So I was together with some of the people I'm working with. И вот потом я был с моими друзьями, просто общался. I said, I got this dream tonight. И рассказал им свой сон, God gave me this dream. что Бог дал мне такой сон. And I told them about the dream. И я рассказал им сон. I said, I don't know exactly what it means. И я говорю, я не знаю, что этот сон значит. Maybe something with the clothes, I don't know. Странная одежда, странный сон. But let's pray and wait. Но просто будем ждать. So we prayed Помолились, and we waited. и мы просто ждали. 1 hour later, Прошел час, I got an email и пришла электронная почта from a state church priest in the other end of Denmark из одного священника из лютеранской церкви из Дании. who asked me, И он написал, can you come on Sunday можете прийти в воскресенье, to learn us to heal the sick? чтобы научить нас, как молиться за больных. Oh, yes, I can. Я сказал, да, точно приду, обязательно приду. And my wife said like, oh, Sunday is a bad day, you have to do something Friday and Saturday. И моя жена сказала, но ведь в воскресенье мы уже запланировали, у нас там свои планы есть. But God has sent you, so you have to go. Но если Бог сказал, если бы тебе дал Бог видение, ну, сон, то езжай тогда. So I went there, И вот я поехал туда, and the things happened. Pray for people. You pray и for так и people. произошло. Я молился там за больных, и они молились за больных. And I can see in my life Я вижу в моей жизни, fasting, что пост, not eating, когда я не ем, drinking, когда только пью seeking God, и ищу Бога,
And the way I do it, I drink water and also some juice. But Обычно я пью воду и сок также пью. in 40 days, I lose between 16 and 18 kilos. И за 40 дней обычно я теряю килограммов 16-18. But gain it again very fast. Но потом быстро набираю обратно. So now I'm ready for fasting. И я уже готов к посту сейчас. But I think, well, the Holy Spirit is real. Но я хочу сказать, что Дух Святой очень реален. Everything's real. Он реален. But we have a problem. Но у нас есть проблема. We don't give time to seek Him. Мы время не уделяем, чтобы его искать. We have so much more we want to do in life. У нас так много своих дел, которые мы делаем. And each time we have just 10 minutes, we would watch the TV or do something else. И у нас есть так много разных вариантов, чем заниматься в данный момент времени. You cannot live as a disciple of Jesus Christ Но вы не можете быть учеником Иисуса Христа and live the same as the world. и жить при этом так же, как живут все люди в мире. And it's almost true what I'm saying now. You cannot live as a disciple of Jesus Christ Итак, вы не можете быть учеником Иисуса Христа and do the same as the church. и делать то же самое, что делает обычная церковь. Sorry, it's like that. Извините, что так я сказал. If you want to live this life, you need to live different also than the Но Christians. если вы хотите быть учениками, то надо жить по-другому. And I think everything starts with knowing Him. Потому что все начинается с познания Его. But we know to know God is not like Но ведь чтобы знать Бога, это не God. просто If you sit there, I sit here. Бог садится туда, я сажусь сюда, God, what shall I do Monday? и я спрашиваю, Бог, что мне делать в понедельник? At what time? В какое время? Okay. What about next week? Хорошо, как насчет следующей недели? Okay. Хорошо. See you. Ну пока. It's not like that. Это же не так происходит. God, He is somehow gone. Бог это Бог. We don't see Him. Мы его не видим. He's not there. Его с нами нет. But He's doing that way because He wants us to seek Him. Но почему все так? Потому что Он желает, чтобы мы его искали. Where are you? Где? God, I want you. Я нуждаюсь в тебе. My prayer is like, God, Моя молитва такая: Бог, I want to know you. хочу познать тебя лучше. Talk to me. Говори ко мне. And it's not like He's speaking very clear, and sometimes it can feel a little stupid, the things you explain. И далеко не всегда я слышу ясно в духе. Иногда просто даже какие-то глупые вещи приходят. I was in Germany some half year ago. Где-то полгода назад я был в Германии. I was going to Berlin to meet some people there. Я ехал в Берлин, чтобы встретиться там с людьми. And I want to have some cash with me. Some money with me. I want to have some money with me. German money. You want to have? Yeah. I want to get some with me. Okay. Я хотел взять с собой деньги. So I have a bag at home with different coins from different countries. И у меня дома есть много монет с разных стран. And I want to find some euro. И я хотел найти эти самые евро, монеты евро. But I found a 5 D-mark. Я нашел почему-то 5 марок. It was the coin you used in Germany some years before. Эти марки были в Германии до того, как они ввели евро. But now you don't use that, now you use euro. Но сегодня они марки не используют, сегодня используют евро. So I'm standing with a 5 D-mark in my hand. И вот я взял эту монету, 5 марок. And I was like, okay, I cannot use that. И я решил, что я не могу ее использовать. And I want to throw it out. Я хочу выкинуть ее. And then it's just very quiet. И потом такая очень тихая такая. Just a thought. Тихая мысль. Take it with you. Возьми с собой. Before, and this is the second thing I want to learn you. И это вторая вещь, которую я The хотел first thing is сказать. fasting. Первая, это пост, я сказал, да? The second thing Вторая вещь, is to be open for everything you experience. это быть открытым, и чтобы
быть открытым для того, чтобы вы слышали. Because God talks so many more times than we realize. Потому что, скорее всего, Бог говорит нам чаще, чем об этом, чем мы думаем, чем мы понимаем. He's speaking to us Он говорит нам through small ideas, иногда через through our thought. маленькие мысли. And my thought was to take the coin with you. И моя мысль была такая: не выкидывай, а возьми с собой. And I was like, И я подумал, 5 D-mark. всего 5 марок. It's like $2. Это, $2. Типа, в то время было $2. Shall I take $2 with me? 5 D-mark. Надо ли мне брать вот такую монету с собой? So I put it in my pocket. Но все-таки положил в карман. And I went to Berlin. И поехал в Берлин. And then I meet some people. И там я встречался с людьми. And I said, hey, D-mark, can you use that today? Я спросил: вот у меня есть эти 5 марок, можно их использовать в Германии? No.